Здравствуйте. Рассказ о самых значимых политических событиях недели с участием татарстанских депутатов. Сегодня для всех зрителей ТНВ в программе «Закон, парламент, общество». Вопросы дальнейшего развития отечественного законодательства после принятия поправок в Конституцию страны парламентарии изучали на заседании Президиума Совета законодателей России. Мероприятие с участием членов рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон страны в режиме видеоконференции провела руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко. С 4 июля мы живем по нормам обновленной Конституции. Россия вступила без малейшего преувеличения в новый этап своей истории. Хотя итоги голосования были ожидаемые, они не могут не впечатлять. Напомню, явка составила 68%. Изменения в основной закон поддержало подавляющее большинство граждан, 78% принявших участие в голосовании. Это почти 58 миллионов человек. О демократичности, прозрачности, открытости голосования красноречиво говорит тот факт, что количество зафиксированных нарушений наименьшее за все время проведения избирательных кампаний. Хочу поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, руководители региональных парламентов, за ту большую работу, которая была проведена с непосредственным вашим участием в субъектах федерации. Граждане сделали выбор в пользу тех политических и социальных принципов, нравственных, духовных ценностей, которые, можно сказать, впитаны нашей страной на протяжении всей ее более чем тысячелетней истории. Сильное государство, социальная защищенность, забота о детях, поддержка семьи, образования, здравоохранения, науки, культуры, уважение к человеку труда – все это то, что делает нас единой страной, делает нас единым народом. Граждане поддержали курс президента страны, оказали ему высочайший уровень доверия. Мы видим легитимность обновленной Конституции. Не просто высокая, она абсолютная, она принята, как сказал президент, по воле народа. Усилия извне сделать голосование по поправкам в основной закон фактором раскола потерпели полный провал. Консолидация, сплоченность российского общества велика, как никогда прежде. Работа по приведению национального законодательства в соответствии с обновленной Конституцией России уже началась. Среди наиболее важных направлений работы – повышение эффективности государственного управления, усиление позиции страны на международной арене и укрепление суверенитета. Как отметил Владимир Владимирович Путин на встрече с членами рабочей группы, граждане своим решением определили для нас с вами четкие приоритеты. Этими приоритетами мы все, я сейчас обращаюсь к своим коллегам из различных уровней власти, мы все должны и будем руководствоваться в своей работе. Хочу отдельно отметить, в составе рабочей группы по подготовке поправок принимали участие и руководители, представители законодательных органов субъектов Российской Федерации. Так что в ходе общероссийского голосования голос регионов был услышан в полной мере. Теперь нам с вами предстоит большая совместная работа законодательно обеспечить принятые гражданами страны изменения. Речь идет в первую очередь о приведении в соответствие с Конституцией всего правового пространства России, нормативных правовых актов всех уровней, федерального и регионального, укреплению роли местного самоуправления в системе публичной власти. Все это необходимо выполнить точно, юридически строго, безусловно, не в ущерб качеству принимаемых законов, потому что эти законы будут рассчитаны на десятилетия. Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, региональных парламентов мы все обязаны работать как единая команда. В одном из недавних выступлений Владимир Владимирович Путин использовал такое понятие, как расширенное правительство. Я убеждена, что мы можем и должны выстроить расширенный парламент, четкое системное взаимодействие Федерального собрания, законодательных органов субъектов Федерации. Я вижу в этом одну из задач сегодняшней встречи.
Мы в Совете Федерации уже создали своего рода дорожную карту, распределили зоны ответственности комитетов Совета Федерации. Думаю, что и региональным парламентам стоит не затягивать с принятием планов законодательного обеспечения поправок на местах. Обозначу коротко лишь те направления, которые представляются приоритетными. Первое. Поправки в Конституцию затрагивают все уровни публичной власти. Призываю вас, уважаемые региональные парламентарии, обратить самое пристальное внимание на приведение в соответствии с конституционными новациями положений Конституции республик, уставов краев, областей, городов федерального значения, автономий. Второе. Муниципальная власть теперь включена в систему публичной власти. Но это абсолютно не означает, что снижена будет ее роль, значение, что она ликвидируется, как некоторые пытались интерпретировать. Нет, она по-прежнему останется важной, самой близкой к людям. И наша общая задача – тщательно прописать ее полномочия. Ваши соображения на этот счет представляются очень важными. Третье. Нам вместе предстоит продумать распределение полномочий между органами власти Российской Федерации и органов власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения. Четко разграничить и закрепить их в сфере здравоохранения, оказания качественной и доступной медицинской помощи, защиты семейных ценностей, молодежной политики и многое другое. Это важно для эффективного управления, но это важно для наших граждан, чтобы они понимали, какой уровень власти за что отвечает. И строго, соответственно, спрашивали. Мы, безусловно, окажем всю необходимую поддержку регионам в этой работе при координирующей роли Совета законодателей. Еще один важный момент. Обсуждение поправок дало настоящий такой толчок творческой мысли наших граждан. Было высказано очень много актуальных, интересных соображений, предложений, которые волнуют людей. Далеко не все из них нашли отражение в поправках Конституции, да это было невозможно. Но они не должны кануть в забытье, пропасть для страны. Мы, законодатели, должны внимательно это все учитывать при подготовке законов. Также председатель Государственного совета Фарид Мухамедшин и депутаты Татарстанского парламента посетили места захоронений и почтили память выдающихся политических деятелей республики, которые в разные годы занимали должности председателей Президиума Верховного Совета ТАССР и Госсовета Татарстана. Подробности в нашем сюжете. С инициативы благоустройства памятников и места захоронения руководителей Верховного Совета ТАССР, посвятивших жизнь свою развитию родного Татарстана, Госсовет Республики вышел еще несколько лет назад. Так и началась подготовка к юбилейному 2020 году. На Арском кладбище в Казани депутаты возложили цветы к могиле Анвара Багаутдинова. Он возглавлял президиум Верховного Совета ТАССР в непростые годы становления современной промышленности республики. Парламентарии почтили память и Гали Динмухаметова, чья деятельность пришлась на самые сложные военные годы. Именно Динмухаметов создал в Верховном Совете ТАССР комиссию по сбору подарков для красноармейцев, лично отвечал на письма фронтовиков и содействовал изданию фронтовых газет. Это глубоко востребованное посещение мест захоронения руководителей различных органов власти нашей республики. В год столетия образования ТАССР мы храним память о тех выдающихся личностях, которые в развитие нашей республики вложили много сил, много энергии, своего опыта. И недавно мы посещали с премьер-министром Татарстана Алексеем Валерьевичем Песошиным могилы премьер-министров, посмотрели места захоронений. Знаете, меня радует то, что могилы ухожены, за ними есть присмотр, и родственники, и сотрудники кладбищ помогают. Не бывает так, чтобы история появилась с нуля. Любое государство, любая республика, любая деревня, населенный пункт, она имеет свою историю,
и своих инициативных людей, которые вложили свои знания в благополучие и развитие. Таким был и Василий Лихачев. Он также похоронен на Арском кладбище. Один из самых ярких политиков современного Татарстана. О нем говорили: человек с большой буквы. На Самосыровском кладбище почтили память Камиля Фасеева, который активно занимался вопросами национального образования. Их помним, с них берем пример, сказал Фарид Мухамедшин. Вот сегодня мы посетили могилы председателей президиумов Верховного Совета ТАССР на всем протяжении столетий. Многих, захоронения нашли, наши сотрудники приезжали, привели в порядок по моему поручению. И последних руководителей, которые недавно, как говорится, уже в этом столетии ушли из этой жизни, мы посетили и на Самосыровском кладбище, и на Старотатарском кладбище. Я думаю, они живы. Как в народе говорят, пока мы их помним, они живут. Мы соизмеряем принимаемые решения, свои действия с тем, как бы поступил Анвар Бадридинович Багаудинов или Батыев Салих Галимханович, который 23 года был председателем президиума Верховного Совета. Это глыбы в историческом плане, и они в нашей памяти. Я думаю, силен тот народ, который помнит свою историю, знает ее хорошо и знает людей, под руководством которых делались эти выдающиеся шаги в развитии Татарстана. Вечная память. Урнарыч Махтавулс. К монументу Салиха Батыева, который возглавлял президиум Верховного Совета в годы хрущевской оттепели, депутаты возложили цветы на Новотатарском кладбище. Именно Батыев занимался реабилитацией политзаключенных, вернул доброе имя великим деятелям культуры и науки нашей республики. Там же почтили память и Саляха Низамова. С его именем связано успешное становление Татарстана в послевоенные годы. Еще одно заметное событие недели. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в дистанционном режиме провел расширенное заседание, посвященное изменениям законодательства после принятия поправок в Конституцию страны. В мероприятии принял участие председатель Госсовета Фарид Мухамедшин. Ну а в стенах республиканского парламента вновь собрался президиум Госсовета. Депутаты определили дату 11-го заседания в четверг, 16 июля. В повестке дня 30 вопросов, среди которых 4 законопроекта, связанных с налогообложением и изменением годового бюджета республики. Все подробности в нашей постоянной рубрике «Обзор парламентских событий». В первом чтении предлагается рассмотреть законопроект о внесении изменений в Республиканский закон об образовании, который предусматривает право педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, на предоставление компенсации за коммунальные платежи. Также депутаты заслушают доклад о состоянии законодательства республики и информацию Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В феврале текущего года на заседании Государственного Совета было принято постановление о законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проекта федерального закона об инновационных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Законопроект направлен на формирование правовых основ для дальнейшего развития и внедрения интеллектуальных транспортных систем в Российской Федерации и предполагал лишь рамочный формат регулирования базовых принципов в сфере инновационного транспорта с последующей конкретизацией их в подзаконном нормотворчестве. Однако профильный комитет Государственной Думы, Комитет по транспорту и строительству, рассмотрев проект, предположил, что его принятие повлечет дополнительные расходы федерального бюджета, в связи с чем появилась необходимость получения заключения правительства Российской Федерации. Соответствующие изменения подготовлены
подготовлено для внесения в упомянутое выше постановление Госсовета, о котором я говорила, и мы планируем этот вопрос рассмотреть на текущем заседании. Председателем исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана избран Константин Яковлев. Такое решение было принято на заседании Совета Ассамблеи народов Республики, провел которое председатель Государственного совета, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухамедшин. Николай Владимиров, возглавлявший исполком со дня его основания, покинул пост в связи с выходом на заслуженный отдых. С присущей ему тонкостью, аккуратностью, дипломатичностью в нашей работе. Это обязательное требование. И требовательностью, которая у него была и есть, я вам скажу, что я, как председатель Совета Ассамблеи, расстаюсь с этой кандидатурой вот с таким чувством. Нам удавалось объединять наш народ для достижения поставленных целей. Мне очень приятно сегодня, принимая это решение вместе с вами, поблагодарить Николая Михайловича за согласованную, совместную, достаточно эффективную работу. Это не только моя оценка. Выразить хочу от себя лично, от вашего имени, от нашего аппарата президента, большую признательность Николаю Михайловичу за многолетнюю плодотворную работу на этой стезе, вот в этом направлении. И сказать ему большое человеческое спасибо, пожелать доброго здоровья и благополучия. Бигзур Ахмед. На уходящей неделе состоялось заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. В центре внимания проект закона о внесении изменений в Республиканский закон об образовании. Заседание провела заместитель председателя комитета Людмила Рыбакова. Действительно, это очень хорошая мера поддержки наших руководителей и заместителей руководителей, проживающих в сельской местности, и рекомендовать Государственному совету Республики Татарстан принять его в первом и третьем чтениях. И докладчиком по указанному вопросу будет заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Рафис Мирханович Бурганов, а в качестве содокладчика от комитета предлагаю свою кандидатуру. В 19-20 учебном году количество директоров образовательных организаций, в том числе директоров филиалов образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, поселка городского типа, составило 846 человек, из которых 17 – это государственные образовательные организации, учреждения, а количество заместителей директоров образовательных организаций – 1305 человек. Принимая во внимание, что реализация вводимой меры социальной поддержки планируется в соответствии с вышеуказанным постановлением Кабинета министров нашей республики, потребность в средствах бюджета Республики Татарстан на реализацию предусмотренных законопроектом изменений, исходя из среднего размера субсидии 431 рубль 40 копеек, и численности лиц обозначенной категории составит ориентировочно 927 941 рубль 10 копеек в месяц, из которых 364 964 рубля на выплату компенсации директорам образовательных организаций и директорам филиалов образовательных организаций, 562 977 рублей на выплату компенсации заместителям директоров образовательных организаций. Таким образом, примерный размер дополнительных средств из бюджета республики, необходимых на реализацию закона, в год составит 11 миллионов 135 тысяч 296 рублей 80 копеек. Также депутаты Госсовета предложили приостановить индексацию заработных плат государственных служащих в 2020 году в связи с ожидаемым сокращением поступлений доходов в республиканский бюджет. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Татарстанского парламента. Такое решение было принято на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам. Вот за 5 месяцев отставание поступлений доходов составило от прошлого года более 30 миллиардов рублей. По итогам полугодия еще цифр окончательных нет, оперативные есть. И в целом по бюджетной системе я беру бюджетную систему, это бюджет российский, то есть все налоги, которые уходят с территории республики, российские, региональные, местные, фонды, да, уже
дефицит, вот в целом, если посмотреть, он перешагнул за 100 миллиардов рублей. Хотя, если по региональному бюджету сумма она, конечно, увеличилась, но значит, составляет чуть больше четверти этой суммы. Ну, предлагается комплекс мер по оптимизации расходов, приостановление до конца текущего года бережливое и экономное расходование, сокращение отдельных расходных статей. Значит, ну, и одной из мер, которую сегодня мы рассматриваем, это является приостановление индексации должностных окладов государственных служащих на уровень инфляции. Мы с 1 октября, значит, эту индексацию должны провести, но вы знаете, что сегодня и средняя заработная плата в промышленности и в других отраслях, она имеет тенденцию к уменьшению, и поэтому это касается, сегодня мы принимаем, это касается государственных служащих. Поэтому на этот законопроект есть все заключения положительные, в том числе правового управления, значит, президента республики, значит, прокуратуры, общественной палаты. Коллеги, я предлагаю, значит, хотя, как сказать, ну, предлагаю принять данный проект закона. Значит, я думаю, что самый главный вопрос сегодня бюджетные всем государственным случаям мы сохраняем всю заработную плату, все эти положенные выплаты, но, значит, индексацию сумма, она, если взять вот годовую сумму, она все-таки значительная, значит, но тут только остается 4-й квартал, но мы ожидаем, что и в конце года текущего, да, у нас, значит, дефицит значительно увеличится. Он так у нас составляет значительную сумму. Ну вот и все на сегодня. В следующем выпуске программы «Закон, парламент, общество» смотрите большой телевизионный репортаж с 11-го заседания Государственного совета Татарстана. Встретимся через неделю и будьте здоровы!